Еженедельные совещания в правительстве Ингушетии начали не с повестки дня, а с кадровых изменений. С этого месяца в республике контролировать исполнение указов, распоряжений и иных решений президента России будут уже два федеральных инспектора. Должность главного сохранил за собой Виталий Смирнов, а в помощь ему указом полпреда в округе Юрия Чайки назначен Залим Гудов. Он имеет 3 высших образования, значит, он математик, он экономист и он специалист по государственному управлению. Трудился в парламенте Кабардино-Балкарской республики, в управделами президента, затем главы Кабардино-Балкарской республики. С 2017 года он работает в аппарате полномочного представителя президента России Москопова. Ну и в мае 2024 года он назначен на должность федерального инспектора. Далее по повестке обсудили подготовку к празднованию Дня Победы. По данным Минкульта, в республике в преддверии праздника и 9 мая проведут свыше 30 мероприятий. Это выставки, акции, квесты, викторины, концерты, литературные вечера и лекции. Основные празднования планируются на мемориале памяти и славы в Насыркорте и на территории Дома культуры в Назрани. Образовательных учреждениях, концерт учащихся педагогов детской школы искусств город Карабулак 8 мая, МДК сельского поселения Сухохи. Выставка рисунков «Это День Победы» воспитанников детской художественной школы город Назрань 8 мая. Концерт воспитанников Центра культурного развития «Память жива» 8 мая 15:00 ЦК город Магаз. Концерт воспитанников детской музыкальной школы города Малогорска «Песни Победы» 7 мая 11:00. Реализация национальных проектов – важная тема, которую поднимают на совещании. На сегодня республика принимает участие в реализации 44 региональных проектов в составе 13 национальных проектов. Ингушетия находится в зеленой зоне по 2 нацпроектам. Минтруд 33% уже освоил, Минздрав 8% освоил, Минсельхоз освоил тоже 8%, Минприроды тоже начали оплату, но там пока процент маленький. Минавтодор 30% из своих средств освоил, Минэкономразвития 91% и Минобрнауки пока 3%. В общем мониторинге Министерства финансов Российской Федерации мы находимся в зеленой зоне по кассовому исполнению по 2 национальным проектам. Это безопасные и качественные автомобильные дороги с кассовым исполнением 45,4%. Кассовое исполнение обеспечил Минавтодор. И международная кооперация экспорта с кассовым исполнением 42,4%. Этот процент обеспечил Минсельхоз. На совещании обсудили санитарное состояние городов и районов республики. По результатам проверки в 2023 году в регионе выявили 111 стихийных свалок твердых коммунальных и строительных отходов. В результате принятых мер ликвидировано 11 из них. Город Магаз 15 свалок, 9 ликвидировано, Сунжа 14 свалок, Назарь 8, Малтебек 1 свалка, Карабулак 1 свалка, в Сунжском муниципальном районе 20 свалок, в Назранском муниципальном районе 29 свалок. В Лекском муниципальном районе 23 свалки. На сегодняшний день в прокуратуру Республики Ингушетия направлено 14 обращений для принятия мер реагирования по выявленным свалкам. На совещании поднимали тему призыва на военную службу. Указом президента России Владимира Путина этой весной пополнить ряды вооруженных сил страны должны 150 тысяч человек. Около 230 из них новобранцы из Ингушетии. 2 группы военнослужащих республика отправила, и более 30 ребят уже примерили военную форму. А очередная отправка планируется 15 мая. Муслим Ганиев, Ахмед Парчиев, Магаз 24.